взяли у, скажем, Соединенных Штатов. Эти ракеты есть и в Японии, и везде, так? Так что здесь может быть такой хитрый ход. Это я так свое мнение говорю. Поэтому там видно будет, Да-да-да. как вернется. Баркал Аяд, вот LG задает вопрос. Аяд, бывший министр обороны Ичкерии, который перешел на сторону врага, Магомед Хамбиев, все время оправдывает свое предательство. Почему они это делают, если считают Россию победителем? Ну, почему он прав? Потому что он на их стороне, другое он говорить не может. Если он будет говорить что-то другое там, он не свободный. Да понятно, он не свободный, он Да. другое говорить не может. Попробуй, он скажи то, что было на самом деле, так его сразу возьмут, как говорится, в какие-то, значит, заведения, и там будут его заставлять говорить другое, или могут уничтожить. Я думаю, только поэтому. Главное. Да. Мы Аяд, вот на Economist есть такое издание, вышла информация, я ее комментировал у себя в стриме, но интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Там заявляется о том, что из каких-то близких кругов к Рамзану Кадырову, там, видимо, по секрету сказали, по секрету, так сказать, всему свету, что Кадыров бережет чеченцев, не отправляет на войну, как бы это не наша война, якобы говорит и так далее. Хотя декларирует, заявляет громогласно о том, что это там он пехотинец Путина и так далее, и так далее. С другой стороны, я имею информацию, что дома, просто 37-й год. Люди просто своих детей спасают, под разными предлогами их забирают то в армию, потом в полицию, неведомство, потом отправляют туда, и так далее. Всем это известно. Как вы считаете, Аят, Economist прав или какая у вас по этому поводу есть информация? Если одна бабка сказала, это речь об этом, так? То есть они сегодня, значит, разыгрывают даже этого Кадырова, который, конечно же, не хочет посылать туда людей, но он посылает. Вот я выставил на своем там, на своей страничке, там как один молодой человек попал, значит, в плен украинцев, чеченец, так? И он рассказывает, какие методы, значит, принуждения там они, значит, создают, как они это делают. Поэтому там нет из его рассказа, только он появился недавно, он полностью разлагает вот это все, что говорил этот журнал Economist. То есть там как получается? Там им дают разнарядку, допустим, пошел какой-то полк в Украину, и они потеряли там какой-то процентов 20 или 30 людей. И теперь, когда этот полк должен возвращаться, этот полк должен быть не меньше этого количества возвращаться в Украину, там, допустим, да? Тогда этому полку или этому им дается задание, которые остались здесь, чтобы полк был полностью восстановлен, или, значит, не то, что восстановлен, чтобы они пополнили этот полк из своего числа. Тогда эти полицейские, которые там есть, они всех там ходят, едет там, по любой причине останавливают машину, по любой причине там где-то там увидят, поймают и принимают его в полицию. А эта полиция, если он в полиции, то есть, чтобы самим не поехать, они вот пополняют этот полк, и снова он идет туда. Вчера этот парень рассказывал это все. В Украине, который вот был парень, я это выставил на Фейсбуке, я выставил. Да, я видел. Да? Я думаю, что если бы это было так, то Кадыров это открыто заявил. А раз он не заявил, на него клеветать, я в кавычках говорю, не надо. Если бы это был бы кто-то кому-то что-то он сказал. А где он сказал? Покажите. Он так сказать не может. Если он скажет так, то значит